истины в эфире, в студии Андрей Караулов. Добрый вечер. Тайны минувших лет. Что на самом деле происходило в минувшие годы на Кавказе, на Северном Кавказе? 15 лет назад, вот именно в эти дни, вспыхнул так называемый осетино-ингушский конфликт. Именно так называемый. Потому что конфликта между народами не было. А вот кто ссорил народы, кто сталкивал людей лбами, людей разной национальности, кто в Москве наживался на этом, чьи интересы, каких людей? С ответа на этот вопрос мы начинаем нашу сегодняшнюю программу. Во-первых, это не война. Я бы хотел поставить сразу юридические точки. Говорят, ингушско-осетинский конфликт. Никакого ингушско-осетинского конфликта не было. Республика Ингушетия в Конституции Российской Федерации появилась в декабре 1993 года. То есть в Северной Осетии живут осетины, русские, ингуши, кабардинцы и так далее. Этот конфликт был внутри республики. Ингуши, осетины 100 лет жили и будут жить еще. Никуда не денутся ни те, ни другие. Но вся проблема была в Чеченской республике. В это время, в этом месте сошлись интересы федерального центра. Какие интересы? Бизнес-интересы? Федерального центра «Головная боль» Чеченской республики. И это надо было связать на крови. Ингуши проголосовали, мы остаемся в составе Российской Федерации. Дудаев когда сказал, вы с нами или остаетесь в России? Когда начали делиться, ингуши проголосовали, что мы остаемся в составе Российской Федерации. Ну а федеральный центр начал разбираться с Дудаевым. А Дудаев действительно отделяться хотел? Он хотел статуса как СНГ. Помните, в 1991 году ввели ЧП в Чечне. Войска окружили, там надо было решать проблему с Дудаевым. Но самое удивительное, нефть в Чечню шла на переработку. Все работало, все шло. И был такой хитрый, интересный момент. Раз-два интересы сошлись. У федерального центра по Дудаеву. Давайте все это дело сделаем так. Мы придавим ингушей. Дудаев, как в войнах, он обязан пойти будет на выручку кому? Ингушам. И запылает все. В 99-м можно было там вперед. Ракетами, танками, там уже мир был подготовлен. А тогда был мир не готов, чтобы Ельцин, демократически избранный президент, сразу начинал войну. Повод нужен был. И нужно было вытянуть Дудаева. Это был повод. Надо было Дудаева вытянуть. И под видом того, что какие-то идут танки с Малгобека, стоят какие-то аэродромы Су-25 в каких-то ущельях горных. Вот Грачев мне говорил, Руслан, вот тут у тебя в Галашках стоит аэродром Су-25. Я говорю, Павел Сергеевич, да там ингуши вообще асфальт не видели, какие-то Су-25. Что такое Су-25, ты же знаешь, штурмовик, ему разгон там нужен какой. Вот этот бред там был полный. На картах рисовали какие-то колонны идут с Малгобека танков. До 20 танков. Кто это делал в России? Я сказал, руководство Российской Федерации. Президентом Российской Федерации был Ельцин, секретарь Совета Безопасности. Ельцину это лично было не нужно, головная боль такая. Скокову в Совбезе тем более не нужно. Ну, никому надо было разобраться с Дудаевым. Да, было политическое решение. Ведь кто-то сказал, что давайте, есть момент хороший. Ингуши без власти. Дудаев может выйти, пока тоже еще не окреп. То есть только борьба с Дудаевым, вы считаете, не больше? Для федерального центра была только проблема с Дудаевым. Ну, Дудаевым я ведь лично беседовал, когда меня послал туда Борис Николаевич. Но после общения с ним я пришел к выводу, что это психически ненормальный человек. Ну, как парторг большой дивизии, да, ну, не парторг, воздушный парторг. Он был Вся парторганизация был. Ну, может быть, в дальней авиации вот такие были на весу. Общение с ним в течение 1,5 часов, у меня был однозначный вывод. У человека не все в порядке с головой и с психикой. И поэтому-то я и вернулся в Москву, доложил Борису Николаевичу. Его реакция? Готовьте ваше предложение. Я подготовил предложение, где все расписал, в какой последовательности, что делать. Это был 90-й? Это был 91-й. 91-й. А на войнах ведь делаются деньги, понимаете? Дело в том, что любая трагедия – это не только кровь, страдания, но и огромные деньги. Ведь помните, меня на Верховном Совете хотели порвать в клочья господа демократы, когда я предложил ввести чрезвычайное положение в Чечне. Только в стадии вот разгорания этого конфликта. И ничего бы больше не было. И не было бы войны в Чечне, конфликтов ингушей с осетинами. Если вспомните, орали там, требовали у Ельцина, чтобы он меня отстранил от занимаемой должности только за то, что я предлагал навести порядок. Да? И уходя с Верховного Совета, я сказал, вы увидите, все это закончится не просто кровью, а реками крови. Что появляется? Посмотрите. Идут войска. Я выехал на круг Череменск, там уже вовсю, на всех, где жили ингуши, мелом было написано «ингуши». Теперь действия войск. Почему войска, высадившись в Беслане, пошли через Владикавказ? Потому что первый населенный пункт примыкает к Владикавказу, где живут ингуши компактно.
И они пошли сюда. Если бы вы хотели бы развести враждующие стороны, развели бы их вот по этой дороге. Танки поставьте и все. А потом уже внутри пусть внутренние войска с милицией разбираются. Разоружайте, судите и так далее. Но пошли не по другому пути. Войска пошли на Владикавказ. И с Владикавказа стеной пошли вот через ингушские населенные пункты, пошли на Ингушетию. Был Совет Безопасности, посвященный вот этому вопросу. Ельцин сидел, Галазов был, я был, и члены Совета Безопасности. Я спрашиваю: Борис Николаевич, а можно спросить у министра обороны Грачева, как это так, говорю, партизанский батальон? Если 31-го конфликт только начался, они успели завести машины, взять оружие, совершить марш через туннель по горной дороге и так быстро успеть вот сюда. С какого бога они сюда приехали? У них-то задача была совсем другая. Вы вооружились что, специально против ингушей, что ли? Были помечены дома и все остальное. Что Грачев вам ответил при Ельцине? Глубокомысленно промолчал, покачал голову. А Ельцин? А что Ельцин сидел и слушал? Он-то прекрасно знал, что получилось. Пошел до Дудаев, когда начался конфликт, сказал, что конфликт между ингушами и Синой — это внутрироссийская проблема. Я как бы другой статус имею и никакого отношения к этому конфликту не имею. То есть по ингушам прошлись, а Дудаев занял позицию нейтрального. И Дудаев не вышел. И вот эта вся машина прошла до границы с Чечней и встала. Я когда увидел карту походного порядка, я говорю: Павел Сергеевич, а зачем для того, чтобы развести два народа, нужен град, самоходная артиллерия, ураганы? Он говорит: ну ты не понимаешь, ты что, кому сказки рассказываешь? Вот с этих пор я перестал с ним разговаривать. А Дудаев, он прекрасно понимал, что идут на него. Он тоже какие-то меры принял. Ну, было бы не в 94 году война, а в 92-м. Еще с худшими последствиями. Они с этой колонной хотели в Чечню зайти, их заманили бы и там уничтожили. Самый интересный другой момент. Когда десантники шли в этот, Псковская дивизия, сидит один офицер, который служил в Афганистане. Он меня видел, подошел ко мне, поздоровался. И я смотрю, у него сидят в шапочках с белыми повязками. Я говорю: кто у тебя сидит там на БМД? Он говорит: наши проводники. Я говорю: какие проводники? Ну, проводники, они нам показывают, где ингушские дома. Я говорю: а ты что, с ингушами воюешь? Он говорит: да, нам сказали. А потом, когда я приехал в больницу в Корца, и там в больницу занесли раненых, там всех подряд, я был в форме генеральской, и один боевик подбегает ко мне, офицерский, говорит: вот, товарищ генерал, говорит, вы поправьте там десантника. Вот танкисты лучше воюют, чем десантники. Я говорю: хорошо, поправим. Сейчас все поправим. Будем поправлять. Вообще в Москве никакого плана не было. Вот я слушаю сегодня этих людей, и Аушева, там и других некоторых, что вот там все это разыгралось ради нефти, ради прибыли. Что был заговор? Да, ради денег. А на самом деле этого не было в 91 году. Потому что это мы уже сегодня знаем, как развивались события в 92-м, 94-м. А в 91 году о деньгах там даже и речи не было. Там шла борьба за влияние. Я почему с убеждением это говорю? Потому что я ездил на Кавказ и встречался с Дудаевым. Когда они сбросили одного депутата. Когда Дудаев приехал в Грозный, да, его не пускали в парламент, так его охранники просто одного человека в окно выкинули, он разбился. Был там Доку Завгаев, глава республики. Забежал потом. Я приехал, сел на «Жигуленок» какой-то занюханный с одним чеченцем. Приехали мы по горам к Доку Завгаеву, он там мешками с песком окутал себя. Ну, сбежал в город. Забежал туда. Я приехал, он говорит: верните мне власть. Я говорю: здрасте, а как мы тебя вернем? Он был главой республики. У тебя КГБ, у тебя милиция. О чем ты говоришь? Давай поехали в Грозный и будем забирать назад власть. Нет, мне это не надо, дайте мне какую-то должность министра сельского хозяйства России. И в Москву. Я звоню Ельцину оттуда и говорю: вот Доку требует, чтобы быть министром сельского хозяйства. Ну, Ельцин не матерился никогда, но тем не менее крепко выразился, сказал, что чего захотел. Если уж хочет, мы ему замминистра сделаем. Ну, короче, он согласился на это. Я вернулся в Грозный, и мы встретились с Дудаевым. А Дудаева Бурбулис все-таки привез из старту? Нет. На Бурбулисе и так много всякого висит, и лишних собак на него не надо вешать. Он сам приехал. Брать власть в республике. Шахар Дудаев, генерал авиации. Он ее не имел еще, этой власти. Имел Доку Завгаев. Он приехал и создал свою структуру. Эта структура находилась в какой-то школе, далеко-далеко от центра. Вот я как раз в этой школе с ним и встречался. А что за структура, Михаил Никифорович? Это структура, которая была у Яндербиева. Он поэт, националист. И Яндербиев как раз его и пригласил тогда в Чечню. Яндербиев его пытался под себя подмять. Яндербиев однофамилец того Яндербиева, которого взорвали в Кувейте? Нет, это тот самый. Тот самый? Тот самый. Да, он поэт. И в будущем правая рука Дудаева? Да, правая рука.
Он хотел быть над Дудаевым. А он же потом шел и в президенты после Дудаева. Ичкерии, да. И вообще тогда, я смотрю, когда мы сидели с Дудаевым долго, 2 дня там в этой школе, в 6 часов вечера, вот эти старики, которые на площади, их там человек 70 было, костры жгли, потом плясали там, пели песни. После 6 вечера они все расходились, и вот эта группка оставалась. Дудаев, Индарбиев и еще там человек, может быть, 5 всего, да? Они оставались одни на ночь. И там можно было 2 вертолета вечером посадить со спецназом. Забрать, я Ельцин, кстати, говорил. И нет Дудаева. И нет Дудаева, один из вариантов. Это, да? Когда мы с Дудаевым переговорили, чего он хочет? Вот там говорят, что он хотел отделиться от России. Ничего не хотел от России отделиться. Он уважал Ельцина, кстати. Ну, я прошу одно, говорит. Сделайте меня главой администрации Чечено-Ингушетии. Тогда еще не разделили Чечню и Ингушетию. Обещаю, наведу полный порядок здесь. Мало того, что они лазили и в Ставропольский край, и даже в Ростовскую область, скот воровали там. Это, всегда это у них, это был у них бизнес, это была экономика во все века. Это вот вспыхнуло с новой силой. Он говорит, я наведу вам порядок. Вот единственная просьба у меня, пусть Борис Николаевич мне даст еще одну звезду, чтобы я был генерал-лейтенант. Это было важно для него. Да, потому что Аушев был генерал-майор. И он генерал-майор. И если он становится главой администрации Чечено-Ингушетии, он должен быть выше по званию, чем Аушев. Который Ингушей возглавлял. Да. И он еще проводил меня. Мы выпили с ним коньяка, какой-то чеченский коньяк есть, Арзни там или как-то назывался он. И полетели. Я приехал, Ельцину все это рассказал. Я сказал, кстати, вот есть вариант 2 вертолета посадить и крест поставить на проблеме совсем. А есть вариант такой. Добавить ему звезду, назначить его генерал-губернатором. И если он что-то там влево-вправо ступил не так, как надо, тут уже своим указом Ельцин его и освобождает. Ну хорошо, вот так с собутыльником, Михаил Никифорович. Простились, поцеловались, а тут 2 вертолета и нет собутыльника. Ну ничего, это ж политика, это дипломатия. Дальняя даль, лица людей простые, вера моя, совесть моя. Вспомните, что сделал Грачев на Новый год. Танки вел. Да, вел танки в город. Сержант, мальчик, знает, что танки вводить в город без соответствующей подготовки атаки. Танки вводить в город нельзя. На улицах развернуться не могут. Да, ну развернули и сожгли полк, по сути дела. Время дает горестный бал в зимнем дворце тоски. Ельцин меня тогда даже обнял, расцеловал, сказал, что это хороший ход. Кнут и пряник использовать во всей этой политике. И вот, когда Ельцин посоветовался с кем-то, я уже сейчас предполагаю, что он поговорил с Хасбулатовым. Хасбулатов побежал к Рудскому. И они пошли к Ельцину, что Полторанин придумывает глупости, что Дудаев невменяемый человек, надо военными методами. Я понимаю, Дудаев был человеком из горной типа, а Хасбулатов был из низинного, равнинного. Вот. И у них между ними всегда шло соперничество. А Рудской, поскольку он поддерживал Хасбулатова, он это дело просто не понимал. Нафига нам какие-то уступки, назначать его? Давайте его просто прихлопнем. Грачев, как военный человек, говорит, мы туда пошлем несколько БТРов, танков через Назрань. Пошли танки через Назрань. Ингуши, женщины легли на трассу поперек. Танки остановились. И звонит Дудаев и говорит, что же вы, ребята, так играете со мной, обманываете. Я стал искать Ельцина, не могу его найти. Я даже позвонил Горбачеву, а Горбачев еще был президентом СССР. Проблема назревает серьезно. Давайте найдем Ельцина. Он издал указ о запуске танков, а сам исчез на несколько дней. И вот мы его искали, и мы его 2 дня не могли найти. Гулял Борис Николаевич. Не знаю, он просто спрятался. Видимо, это тактика такая у него. А в это время пошла раскручиваться вот эта ситуация. Потом уже Грачев вынужден был часть оружия отдать Дудаеву, потом Чечню отдали и так далее. И вот так произошел конфликт осетино-ингуши, так называемый конфликт. Да, и вот так вот и осетино-ингушский конфликт. И полилась кровь. Побили Войнаха, ингуша. Значит, собирается ватага чеченцев и так далее, начинает громить тот поселок, где побили ингуша. Поднимаются осетины.
Любой конфликт, как снежный ком, начинает вырастать. Но повторяю, что тогда еще не шла речь о капитале, о деньгах и так далее. Шла речь о влиянии на этот регион. Кто будет представлять, кто будет там главнее. Русский вальс, трепетный круг, солнце и вьюг, милый друг, вот и прошли годы разлук. Я предлагаю навести порядок в соответствии с законом, привлечь к уголовной ответственности за нарушение законов. А вот тот, кто ввел танки в город, погубил целый полк, все нормально. Все нормально. Жизнь моя Русь, горе и грусть, звезды твои седые, издалека я возвращусь песней твоей, Россия. Вот истинная причина, которую я видел и которую я оценил. Потому что все документы, вышедшие на федеральном уровне, говорили о Чечне. Решение Совета Безопасности секретно было о Чечне. И почему сегодня не решается вопрос? Только потому, что федеральный центр знал о том, что эта трагедия произойдет. Мы жили бок о бок сотни лет. Власти, которые спровоцировали этот конфликт, были заинтересованы в нем. И, несомненно, те из ингушей, которые добивались каких-то своих политических целей. Народ в этой ситуации оказался просто подставлен. Ингуши вообще не были готовы ни к чему абсолютно. Сами по себе народ очень мирный, не желали этого. И не желали этого осетины. Нас заставили вступить в конфликт. Русский вальс, трепетный круг, солнце и вьюг. Ну, давайте так вот смотреть. Ведь оружие что-то стоит, значит, его надо продать. На этом заработали? Заработали. Надо обуть, одеть, накормить. Опять это деньги, да? Хорошо, началась война. Ну, война. А ведь на моих глазах поднимались самолеты, что ли, бомбить Грозное. И в этот момент звонила вертушка в Моздок. И один из помощников президента говорил, что президент дал команду отменить бомбометание это. Хотя точно знали, что бомбы сбросить туда, где находится сейчас Дудаев со своим ближайшим окружением. Значит, надо было. Надо был было, жив. конечно. Более того, самолеты с бомбовым грузом на борту сажать нельзя. Генералы, которые в тот момент находились, они просто чесали голову, а куда же с бомбой-то сбросить? В итоге сбросили куда-то на край Калмыкии, там какой-то нашли пустую степь. Я помню, как кто-то спросил, звонили-то Илюмжинову? Да ладно. И все. И я помню, как шарахнул кулаком по столу после всего этого покойный ныне Николай Егоров. Толстенный браслет такой. Глава Краснодарского края, потом администрация разлетелся, да. Я руководил операцией. Мое глубокое убеждение, Чечня – это был способ отвлечь Ельцина от того, что происходило, в экономике страны. Приватизации со всеми делами. Да. И дискредитировать в его глазах силовиков. Сказать, ну, посмотрите, Борис Николаевич, ну, они же ничего не могут. Ну, сколько крови, ну, как же можно? Вот, две задачи блестяще выполнены. Не без влияния Вашингтона. Безусловно. Работа в Вашингтоне, и то, что мы называем Вашингтонским обкомом, не прекращалась ни на секунду. С Союзом правых сил. И в том числе Союзом правых Мария, сил. очень серьезное обвинение. Ну, смотрите сами. Из ниоткуда возникали мальчики. Из ниоткуда. Из ничего. Одна поездка в Штаты, один дорогой галстук, и человек из лидера какого-то экологического движения становится губернатором региона. Борис Немцов. Как это? При том, что Ельцин человек старой закваски, достаточно номенклатурный, который привык и, в общем, не изменял вот этому вот номенклатурному шажку как-то постепенно. И вдруг такая загогулина. С чего бы вдруг? Я предполагаю, что начиная с конца 80-х, начала 90-х, в Госдепе велся вполне целенаправленный отбор людей, которые были бы предпочтительны в российских элитах, предпочтительно Соединенным Штатам Америки. Причем с одной единственной целью – завладением нашими природными богатствами. Уже тогда они понимали. Это наши олигархионычи еще тогда дрались за флагманы социалистической индустрии, да? Еще мало задумывались о нефти. В Госдепе уже серьезные аналитические записки о цене нефти писали в 1989 году.
Добраться до этой нефти, а добраться надо, потому что другого способа-то нет. А как? А очень просто. Посадить свое правительство. А как это сделать? А отобрать готовых мальчиков и девочек. И вырастить. Дело в том, что мы считаем, что человека можно обвинить и назвать агентом влияния, только это в том случае, если он завербован официально, дал расписку, там, получил деньги и так далее, и все задокументировано и так далее. Американцы от этой вот такой вот лобовой вербовки ушли. У них появилось понятие единомышленники и соратники. То есть выбирают людей, сидит целый штат аналитиков, которые очень внимательно, разглядывая молодежь, разглядывая научную поросль, интеллигентскую поросль, выбирают людей, которые по своей ментальности готовы служить, работать, подчиняться, приносить пользу Отечеству Соединенных Штатов. Предавать. Абсолютно верно. Предавать. Их не совсем не обязательно покупают. Понимаете, в чем дело, Андрей? Ведь их не обязательно вербуют. Когда они говорят, что мы не завербованы, они почти не врут. Но ведь есть масса способов, об этом и Олбрайт много пишет, Мадлен, притянуть человека, поймать его на крючок, не делая его официальным агентом. Все эти поездки первыми классами, все эти лекции по ставке гарвардской профессуры для горстки студентов какого-то заштатного университета. Чубайс влиял на Ельцина? Не будем торопиться. Вам Не кажется, сам, Чубайс... не напрямую. Чубайс боялся Ельцина и Коржакова, но через Татьяну, безусловно, влиял. Борис Николаевич подвержен влияниям и непоследователен был. Царствие ему небесное. А я не думаю, что они вкладывались в деньги. Наоборот, Чубайс вкладывал деньги в Америку. У них столько денег, у этого блока нашего экономического правительства, которое возглавлял Гайдар, Авин, Нечаев. Очень много сбрасывали из бюджетных денег куда-то. Нет, в душе, конечно, обидно, но мы, как бы, понимаете, не стараемся... На самом деле о роли Вашингтона в московской политической жизни. Все эти годы мы как так урывками говорили. Ведь были политики, на которые американцы опирались в нашей стране. Но меня сейчас тайно так тайно интересует на самом деле даже не столько это, как вот эти люди. У нас есть общежитие в Москве. Иначе вы герои России, прошедшие горячие точки, не будем сейчас уточнять какие. Они героями становились не на осетино-ингушском конфликте. Они не убивали своих. Эти ребята. Герои России, герои Советского Союза. Им негде жить. Общежитие для героев со звездами нашей страны. Офицеры с семьями. Это, конечно, поразительный факт. Я думаю, что в книгу рекордов Гиннесса мы можем попасть, когда герои живут в общежитиях. Общагу, коммуналку, куда согнали жить героев Российской Федерации, прошедших Чечню. В коммуналку, в общежитие с семьями. Каждому герою России дали по комнатушке на 3, 5, 7 человек. С общим туалетом, общей ванной, одной на всех героев Российской Федерации вместе с их семьями, офицеров российской армии, и одной кухней. Сколько, метров 20 комната? Да, метров 20. На троих вы, жена и дочка. Я жена, да, и ребенок. И так уже сколько лет? 5-й год пошел. Ну, привыкнуть, конечно, тяжело, но год проходит, 2-й год проходит, 3-й год проходит. Сейчас 5-й год проходит. И ничего. Ну, закалка-то есть, в принципе. Но все тот же вопрос. Обидно, очень обидно, уже оскорбительно. Тут не чувство обиды, а чувство несправедливости. Вот. То, что эти ребята делали в Чечне, их героизм, 8 марта 96-го колонна бойцов во главе с полковником Чириковым попала в засаду. Чирикову фугасом оторвало ногу. Сознание он, слава богу, не потерял. И без ноги, истекая кровью, руководил боем до конца. До тех пор, пока бандиты... Я все время хочу спросить у Сергея Адамовича Ковалева и наших правозащитников, которые под руки выводили Басаева из Буденновской больницы, и потом на автобусе везли его через весь юг, спасая ему жизнь, обратно в Чечню. Чтобы он потом, через несколько лет, пришел на Нордост в Тушино. А в страшном месиве на Автозаводской тоже, похоже, чеченский след. Но теперь-то понятно, что это бандиты. Бандиты. Так вот,
полковник, потеряв ногу, спас многих своих бойцов. А когда вернулся в Москву, он из Москвы уходил в армию из общежития, неудобно как-то, чтобы полковник жил бы на вокзале. Не с Чириком, а с его однополчанами случалось и такое. И полковнику кинули комнату в общежитии. И забыли о нем. Скажите, вот я вам задам очень страшный вопрос на самом деле, но вы не простите его заранее. Вот стоило рисковать жизнью, терять здоровье, чтобы потом вот так? Ну, вы знаете, наверное, стоило. Вот, ведь... Но неужели не обидно, когда Родина, действительно, Родина, вот строится все это жилье, элитное жилье? Но ведь люди в погонах, вы же знаете, они выполняют приказ, это как призвание. Не знаю, знаете, это вы внутри... потеряли ногу. Вот Алексей Моресьев, я его немножко знал, он потерял 2 ноги, как известно. Почему-то в 1946 году, когда Сталин по радио услышал главы из повести Полевого, он послал 3 маршалов, 3. А в каких условиях живет товарищ Моресьев? Он тоже жил в общежитии, летчиков только. Там, где Киевский вокзал сейчас. И ему дали квартиру. Ну, может, это вопрос времени, может быть, сейчас не настал тут. Да момент, не так много героев Российской Федерации. Да не так много героев Российской Федерации. Я согласен. Нет, в душе, конечно, обидно, но мы, как бы, понимаете, не стараемся не выносить все это, как бы, вот из семьи, из круга близкого друзей. Ну да, мы там стучимся по кабинетам, пишем там письма в разные инстанции. Ну что, мы говорят, вот ваши военные чиновники, вот что они говорят? Мы о вас помним, мы, как бы, имеем вас в виду, вот немного подождите. Вот, как бы так. Не буду вспоминать о тех льготах, которые имели герои Советского Союза, но парадокс в том, что решить эту проблему можно одним росчерком пера в течение недели. Вот почему не делается? Наплевать, неинтересна собственная история. Герой, ну как герой. Все заняты политикой, сегодня все заняты выборами, сегодня все заняты властью. Что там говорить о каких-то нескольких десятках людей, о которых уже просто никто не помнит? В рамках выборов, сейчас поднимем эту тему, так сказать, сразу, я думаю, конечно, буквально в течение 2 недель, наверное, начнут решать проблему. Вот если не начнут решать, это будет парадокс в квадрате. Все разговоры потом о патриотической работе, о воспитании на лучших нулевую ценность имеют. Спрашивается, почему и кому это надо? Нас не интересует наше будущее. Без прошлого точного знания, что же было. Почему Дудаев вот так себя вел на самом деле. То, что сегодня Полторанин говорит. Что на самом деле было в Беслане. Вот как ты считаешь, мы всю правду о Беслане, кто заказчик? Вот всю правду мы знаем? Не всю правду, или вообще, так сказать, самую главную правду и о Чеченской войне, и о Беслане, и о целом ряде других довольно серьезных процессов. Не знаем мой вопрос, и не обсуждаем. Мой вопрос к нашему гостю Руслану Аушеву. Как вы считаете, Руслан Султанович, мы знаем всю правду о Беслане? Все, что я видел, все, что я слышал. Всю правду? Всю правду я сказал, то, что видел. Кто это сделал? Кто послал этих людей, этого полковника, я читал обращение Басаева, которое мне передали. 2 числа, когда я зашел в школу, и там было написано Путину требования, там 8, по-моему, требований было. 8 пунктов. Да, 8 пунктов. А в конце было написано раб Аллаха, командующий и так далее, Басаев. И когда я ему сказал, кому ты подчиняешься, он сказал, я подчиняюсь непосредственно Басаеву. Это он сказал. Это его личные слова. И я почему об этом спросил? Потому что когда я понимал, что надо вот развязывать этот узел, вытаскивать людей оттуда. И когда я вышел со школы, я сказал, давайте, я готов полететь. Вы примерно знаете район, где Басаев? Высадите меня на вертолете, я буду его искать его и умолять, чтобы он отпустил, дал команду отпустить людей. Я говорю, если Басаев даст команду отпустишь, я сказал, отпущу. Страшно это все. Настолько страшно, что, может быть, и не знать, или... Вот как ты считаешь, махнуть рукой, забыть? Очень хочется в нашей стране жить как бы с чистого листа каждый год. Вот забыть, что... С чистого листа не получится, и правду надо узнать в любом случае, потому что эти силы все равно остаются. Они пытаются влиять на ситуацию, и, в общем-то, знать правду, наверное, нужно и для того, чтобы извлекать уроки.
А вот с правдой у нас проблемы. Мы иногда критикуем Запад и говорим, там двойные, тройные стандарты. У нас тоже бывают двойные, тройные стандарты. Если мы сейчас узнаем всю правду, допустим, о Чубайсе, о деньгах Чубайса, что это даст? Вот вся правда о деньгах Чубайса. Очень много ходило разговоров, но наш гость сегодня человек знающий, Михаил Полторань. У нас же была в нашей телекомпании член совета директоров Маргарет Тэтчер. Маргарет Тэтчер провела нас на заседание Палаты лордов. И мне показывает, говорит, вот сидит финансовый адвокат Чубайса. Я говорю, а что это за финансовый адвокат? Ну, говорит, вот у него счета, допустим, здесь, собственность и прочее. Ему нужно перевести, допустим, 20 миллионов фунтов стерлингов куда-то в другое место. Он звонит этому финансовому адвокату, а там тембр голоса записан. Чубайсов? Чубайсовский. На пленке? У того, да, у того записан. И он проверяет, что это именно Чубайс звонит. И он выполняет. То есть Чубайс по телефону дает команду, да, тембром дает команду голоса, сколько миллионов куда, то-то. а они исполняют, потому что все деньги в Лондоне. Да, деньги Чубайсовские, там. как мы предполагаем. Как я предполагаю. Теперь я, значит, слушаю все это дело и говорю. А вот так Миша Грушевский, он пародист замечательный, не дай бог, конечно, позвонит по телефону и тембр подберет. Я думаю, что Чубайса. он не подберет. Потому Нереально. что там очень сильная технология. А потом я говорю, ребята, а можно я спрошу у него, а сколько у Чубайса денег лежит? Они как на чумном на меня посмотрели, замахали, говорят, ты что, елки-палки. Во-первых, ты этим вопросом его оскорбишь и воздух испортишь где-то в хорошем обществе, да? Так я уехал. И не узнал. И не узнал, и поэтому у меня где-то осадок был. Ну как же, сколько у Толи денег, блин, да, узнать. Вот это правда. Предположим, что это правда. Она дает возможность восстановить, во-первых, справедливость. Вот знание Во-вторых, это. ответить этим людям за те или иные свои позиции и дела. Простите, и пожалуйста. урок на будущее для всех остальных. Момент истины не раз говорил, что у наших региональных, Геннадий, региональных энергетических компаний, областных, как в Приморье, свои самолеты. Самолеты, куда в Приморье летать на Ту-154 энергетикам, только если в Южную Корею. А обслуживание самолетов, все, от летчиков до керосина, аэродрома, стоянка, за счет стоимости киловатт-часа, то есть за наш счет. Я бы туда добавил бы еще гостиницы, которые принадлежат РАО ИЭС, дворцы, самолеты, вертолеты, Практически у каждого, как я предполагаю, у каждого регионального начальника отделения РАО свои дачи, охотохозяйство. И все это тоже на балансе РАО. Мы не сегодня. Выборы, не выборы, вот это нам действительно все равно. Мы не сегодня сказали и назвали номера яхт в том же Приморье. И яхт, принадлежащих энергетикам. Это все входит в стоимость киловатт-часа, который каждый из нас, налогоплательщик, еще раз это скажу, платит ежедневно. Зато с 1 июля Анатолий Борисович Чубайс поднял цены на электроэнергию на 19%. Как раз выпустили Борейскую ГЭС, и цены взметнулись вверх. А на эти деньги, в том числе на эти деньги, Дальэнерго 2 часа лета от Корякии купила не так давно яхту «Энергия». Стоит она несколько миллионов долларов. Бортовой номер 2260, порт приписки Владивосток, ширина 10 метров. Под яхту специально построен ангар. На яхте спальни, столовая, ванная, автономная электростанция. Дальэнерго, Николай Иванович, купила несколько самолетов. Областная энергетическая компания, им деньги девать некуда. Купила несколько самолетов Ту-154. Хотели их снять, не получилось, кто-то улетел в Таиланд купаться на этих самолетах. Сахалин замерзает, более замерзает. того, вот отсюда как раз и выплывает та очень серьезная конструкция цен, которые мы получили сегодня не только на продукты, но на все остальное. Все затраты этого государства в государство огромные. Себестоимость выращивается искусственно на собственные нужды. Я Стоимость энергетики в каждом продукте, это надо овощи, теплицы, это все. Там это есть. Там все это есть, это все растет. И 1000 крупных монополий, которыми владеет 1000 золотых семей России. Это 1000 золотых семей определяет цены по всей стране. Если мы не перегруппировываем законно эту собственность, первое. Второе, если мы не расчленяем монополии, как на Западе делается. Ну не может быть в такой стране, как наша, 15 крупных и единственных корпораций по нефти и газу. Их должно быть сотни. Нужна конкурентная, мощнейшая среда, которая будет давать возможность снижать цены.
Сегодня мне странно видеть, когда руководитель правительства говорит о том, что это виновата торговля. Другие его подчиненные говорят, виновата Западная Европа. Третьи говорят, это производители виноваты, у них сговор. Четвертые говорят, мы сейчас подпишем соглашение, и по понятиям они сейчас временно не будут поднимать цены. Когда закончится соглашение, они поднимут их в разы тогда, в таком случае. Они все равно свою прибыль вернут, потому что многие из них уже в эту себестоимость заложили и цены РАО ЕС, и цены РАО Газпром, и металл, и кредиты, и многие другие вещи, и на необходимость повышать зарплаты, и поэтому они повышают цены. Они повышают и будут их повышать, пока мы не решим главный вопрос этой раковой опухоли, которая у нас есть. Это связка между собственностью на тысячи золотых семей и доходами, которые они же, в общем-то, львиную долю получают. Это причина того, что мы не решили несколько довольно серьезных крупных вопросов. Мы не перегруппировали с точки зрения народно-государственной собственности ключевых стратегических монополий. Мы их не расчленили и не создали конкурентную среду. Мы не разобрались там, где жируют вот эти ребята из РАО ЕС. И они чувствуют себя прекрасно, потому что огромные возможности наращивать вот эту себестоимость за счет нецелевых совершенно расходов, собственной супержизни. И поэтому, не решив вот эти все проблемы, мы никогда не сможем контролировать нормально цены. Вот скажите, вы профессионал. 3% всего бюджета РАО ЕС России. 3%. Это какие деньги? Вообще, вся реализация в РАО за триллион. Суммарно. За триллион. То есть 3% огромные деньги, это более миллиарда? Более миллиарда долларов, да. Мы, журналисты, предполагаем, что 3% денег РАО – это содержание только лишь самолетов. У нас есть региональные компании энергетические, как мы предполагаем, мы, журналисты в Приморье, имеют свои самолеты. Куда в Приморье летать на Ту-154? Предполагаю, только в Южную Корею на курорты. Руководство РАО. Свои вертолеты, свои корабли, свои яхты. Естественно, все руководители компаний. Предполагаю, что все это на бюджете РАО ЕС России. То есть мы налогоплательщики, покупая у них киловатт-час, еще и содержим. Это мы содержим. Бюджет РАО, он, конечно, самолеты, разделен. Компания региональной СамРАО, ну то, что вы сказали, да, налогоплательщики, потребители все это оплачивают. С какой-то стати вдруг так называемые успешные бизнесмены бросили свой бизнес, свои баки нефтеналивные, банки и пришли работать в РАО ЕС России. Зачем они пришли? Ну да, бизнес – это деньги. Да. Зачем они пришли? Да они просто пришли для того, чтобы там, через систему взаимодействия, которая позволяет эта компания административным ресурсам заработать в десятки раз больше. Вы посмотрите, они все ушли. Вот есть официальная зарплата. Вот они ушли, Абызов ушел, Меламед ушел, да? Завадников ушел. Сколько уже в прессе написано, какие компании у нас и за рубежом, и какие банки они создали. Вот это Алимар, там уже у него капитал за 4,5 миллиарда долларов. Абызов вертикально интегрированная компания мечтает и в Англии, и там в Кузбассе создать. Когда уходил Завадников, в Сенате ему заставили представить доход. Он ее представил на память 2 миллиона долларов. Годовой. Это было сколько лет назад? Ну, года 3, да?